что Лондон не является Великобританией, получил свою квалификацию Associate Chartered Accountant. В Англии не принято выражать эмоции. Мы можем закончить как в 5 часов, так и в 11-12 часов ночи. В Англии очень ценится критическое мышление. У меня почему-то была мечта стать президентом страны. Лондон является финансовым центром мира. Идешь работать с CEO, CFO, директорами. Я как казах, мы как казахи, сами люди свободны, кайсак. В Англии никогда не принято начинать разговор прямо к делу. Как я попал в Лондон? Наверное, надо начать этот рассказ с того, что я закончил казахско-турецкий лицей в Алматы в 2011 году. И дальше была у меня дилемма, куда поступать, где учиться. И посоветовавшись с родителями, я решил поступать в Англию. Сперва в город Бостон, здесь же в Линкольншире, в колледже. Я провел 2 года. И дальше я поступал в университет Уорика. Это у нас под Кавентри, здесь же в Англии. Я проучился там 3 года, получил степень бакалавра по бухучету и финансам. И дальше я поступал уже по профессии на аудиторство в KPMG, здесь же в Лондоне. 3 года я там проработал, получил свою квалификацию Associate Chartered Accountant. Это, получается, квалификация для всех бухгалтеров. И дальше я поступал в консалтинг здесь же в Лондоне. Сперва 2 года я провел, работал как Economic and Financial Consultant, то есть это как экономический финансовый аналитик. 2 года здесь проработал, получил базовые навыки финансирования. И дальше, в декабре прошлого года я, получается, перешел в другую компанию и работаю как менеджмент-консультант, то есть бизнес-аналитик. 3 вещи, которые мне понравилось при обучении в Англии и то, чего нет у нас в Казахстане, это, наверное, во-первых, в Англии очень ценится критическое мышление. Будучи в Казахстане, все-таки у нас образование более такое постсоветское, и в основном вам доносит очень много информации, и при этом ученик должен это все осваивать, и в дальнейшем, когда он повзрослеет, возможно, он это уже будет переоценивать, эти все навыки или знания, которые получил, так, чтобы прям отдельного предмета над тем, чтобы есть факт, и насколько это правда или неправда, как-то критически это осмысливает, у нас такого нету. В Англии это, наверное, очень важно, особенно в университете. И да, это очень важно в дальнейшем, потому что жизнь не заканчивается на обучении. Дальше у нас взрослая жизнь, работа в компаниях, в социуме. Так что, когда мы читаем новости или какие-либо получаем информацию, надо всегда осмысливать, насколько это правда, из каких это источников приходит. И да, это самый главный навык, который я получил здесь в Англии. Второй навык, который я получил в Англии, это, наверное, то, что они здесь называют soft skills. Это, получается, навыки коммуникации, навыки налаживания отношений, навыки преподносить себя. Во время обучения в Англии само обучение длится 3 года. И в техническом смысле образование не является самым топовым в мире. Есть куда более развитые университеты в мире, та же Америка, Корея, Япония, Россия, где тебе очень дают много технических навыков. Но чем отличается Англия? То, что здесь очень ценится навык общения. И зачастую, когда ты только с университета подаешься в разные компании, не имеет значения. Допустим, я отучился, получил образование по географии или истории, и я все еще могу пойти работать в финансовую индустрию. Самое главное, это то, что я был бы обучаем, у меня есть навыки, чтобы работать с своими коллегами. И да, то есть, технически здесь, наверное, во втором плане идет в Англии по сравнению с навыками soft skills. В-третьих, я думаю, это, наверное, то отношение, которое устраивается между учеником и учителем. Если у нас в Казахстане больше, наверное, в классическом понимании, то есть у нас есть учитель, который является нашим
тем, которым взрослым, который более опытен, и он передает тебе навык, и ты как ученик это все должен принимать и не задавать так много вопросов, наверное, зачастую, да, то есть больше подчиняться, как-то более быть обучаем. В Англии это чуть по-другому работает. Зачастую, когда я только пришел в университет в Англии, я был шокирован тем, что зачастую я приходил после уроков, во время там семинаров к учителям своим с вопросами. И вопрос у нас был мой, то есть, вопрос был больше, наверное, как диалог с учителем. То есть я задавал вопрос, и мой учитель спрашивал сразу же, а как ты думаешь? И это очень интересно в том плане, что учитель тебя подталкивает найти ответ самому. И также различается то, как ты относишься к своему учителю, да? Если у нас в Казахстане ты больше относишься к учителю по фамилии, отчеству, в Англии ты как бы общаешься на равных. Я могу подойти, hello, John, да, то есть, и прям напрямую по его имени назвать его и начать наш разговор. И, конечно, доверительные отношения, как-то ты чувствуешь себя более компетентным, наверное. И это очень важно. И особенно, когда ты как молодой специалист в менеджмент-консалтинге, где ты зачастую там 25-летним идешь работать с CEO, CFO, да, там, директорами, которым 40, 50, 60 лет, и ты должен с ними уметь говорить на равных. Это очень важный навык. Я иногда работаю либо из дома, либо из офиса моей компании. День обычно начинается у нас в Лондоне в 9. Я просыпаюсь часов где-то в 7, завтракаю и дальше потихонечку начинаю работать, открываю, над чем я работал вчера, какие у меня есть задачи на сегодняшний день. И с 9 часов начинаем созвоны с коллегами, быстро координируемся, кто что должен над чем работать. И где-то, наверное, первую часть дня в основном мы проводим на звонках, коммуницируем с клиентом, между собой в компании. И уже начиная, наверное, часов с 2-3 начинается работа над анализом данных. Как консультант, бизнес-аналитик, большая часть нашей работы заключается в том, чтобы упрощать очень тяжелые задачи. Это, получается, мы структурируем проблемы клиента, как-то это преподносим очень простым языком, доходчивым даже для детей, и чтобы наш месседж, наше сообщение было коротко и ясно, потому что зачастую мы работаем с очень высшими чинами своего клиента. Это, получается, CEO, CFO, все директора, и у нас нет очень много времени им объяснять, какие пути, чтобы улучшить им компанию. Да? Получается, у нас всего 20-30 минут. Мы очень должны быстро все коротко и ясно объяснить и убедить при этом своего визави. Да, в принципе, вот так проходит наш день. И мы заканчиваем обычно часов в 7-8. Но обратно-таки это зависит от времени года, над каким клиентом, с каким клиентом вы работаете. Так что это каждый раз по-разному. Мы можем закончить как в 5 часов, так и в 11-12 часов ночи. Первые трудности, наверное, или самые главные трудности при работе в Англии, наверное, является все равно культура каждой страны, особенно в корпоративном мире, да, очень сильно разнится. В Англии не принято выражать эмоции, как-то напрямую что-то доносить до своей коллеги, если ты недоволен им. То, что, получается, называют в Англии здесь сами же британцы passive-aggressive. То есть зачастую я с коллегой могу работать месяцами, я могу спросить его, как вообще, как тебе нравится работать со мной, доволен ли чем-то. И зачастую англичане увиливают от этого вопроса и доносят свое недовольствие, наоборот, такие благодарства твоей работы через более какие-то менее явные знаки для казахов, из СНГ людей, да. Допустим, они всегда, если даже критикуют тебя, они всегда тебя похвалят сначала. Скажут, ой, какой ты молодец, но это ты мог бы улучшиться, это могло быть лучше. И когда я только начал работать совсем зеленым здесь, в Англии, конечно, я, наверное, не понимал этого всего момента.
И помнится, бывали даже моменты, допустим, в корпоративном мире каждые 6 месяцев у нас есть performance evaluation, то есть нас оценивает нашу работу. И для меня иногда было шоком узнать, что, допустим, мой менеджер недоволен каким-либо аспектом моей работы. Так что да, это занимает время, понимать вот эти самые простые там, не знаю, намеки, наверное, коллеги, да, что вот это там могло быть лучше, или там вот это вот, конечно, всегда надо, занимать время, начать понимать. Это самое главное отличие. Второе отличие, наверное, в Англии никогда не принято начинать разговор прямо к делу. Допустим, я вот частенько вот каждый день общаюсь с клиентом, и у нас всегда вот мы заходим на звонок или мы заходим в кабинет для обсуждений, и где-то 5-10 минут мы просто спрашиваем, как у них был выходной день, какая у нас сегодня погода. Это вообще как бы самая, наверное, популярная тема для разговора здесь в Англии. И да, вот мы просто как бы общаемся, чтобы наладить этот хороший контакт. И дальше уже переходим к обсуждению без деловых моментов, да. Вот эти вот, наверное, два самых главных момента, которые отличаются от того, что у нас в Казахстане или даже СНГ, да, в России. Когда я только приехал в Англию, мне очень понравилось, это общественный транспорт. Конечно, в Англии это очень развито. Здесь есть автобусы, даблдекеры, да, двухэтажные, классические, вот, для Лондона автобусы красные, да, двухэтажные, очень комфортабельные. Нынче они вообще работают на электричестве. Метро есть, очень развито, самое древнее метро, метрополитен, да, в мире. Также работают другие виды транспорта, тот же поезда, DLR, это которые, получается, те же метро, между метро и поездами, но без машиниста. Очень, очень развито в Англии. Так что из одной точки в другую точку очень можно удобно, комфортабельно добраться, особенно в таком большом городе, как Лондон. И я очень хотел бы, чтобы у нас в Казахстане наконец появился общественный транспорт. Не было так много машин в городах, особенно в Алматы, где вентиляция, там, качество воздуха очень плохое. Конечно, очень помогло бы, да, с этими проблемами. Во-вторых, наверное, в работе в Англии мне очень нравится профессионализм. Профессионализм всех моих коллег. То есть, если у нас в Казахстане все-таки немножко расслабленная, может быть, культура, да, там, на работе в корпоративном мире, здесь все вот по минутам, по часам все расписано. Если я не явился там на ту же встречу там, с клиентами или с коллегой там, на 5 минут те же, да, это, конечно, коллеги потом вспомнят, и это, конечно, очень плохое впечатление производит о тебе, как о профессионале. Что-либо ты не пообещал своему менеджеру или коллеге, что ты вот сделаешь, преподнесешь, ты должен сделать это вовремя и в очень хорошем качестве. Это, конечно, очень сильный навык, и думаю, Казахстан там следующие там 5, 10, 20 лет мы к этому придем. В-третьих, наверное, в Англии мне очень нравится то, что люди очень расслабленные и есть свобода самовыражения, да. У нас в Казахстане немножко во время, наверное, все-таки Советского Союза все как-то были одеты одинаково, немножко серость присутствовала. В этом плане в Англии все люди как бы одеваются как хотят. Кто-то в спортивном, кто-то более смарт, да, там в костюмах ходит. Кто-то, не знаю, там любит одевать свободную одежду, кто-то любит красить волосы, да, то есть, конечно, зачастую это приходит немножко чересчур, да, так можно сказать, но, конечно, последний вот век, да, вот Gen Z, то, что мы называем, молодое поколение, это молодое поколение очень сильно ценит свободу самовыражения. И да, я в Казахстане, вот когда позже, там, 2-3 раза был в Алмате, очень был приятно удивлен тому, что молодежь начинает уже самовыражаться. Конечно, это зачастую выглядит нелепо моментами, да, то есть, но мы к этому, наверное, к этой культуре придем, и уже не будет такого, что ятмены там или люди будут смотреть на других людей косо, или не будет недопонимания за то, что кто-то человек хочет себя проявить как-то, не знаю. Так что да, вот, наверное, вот эти вот 3 момента, наверное, очень мне нравятся.
Лондон, наверное, понятие обширное, но для меня это город возможностей. Лондон настолько большой, здесь более 9 миллионов людей проживает. И можно встретить настолько разных людей, и у каждого человека можно чему-то научиться. Многие говорят, что Лондон не является Великобританией, и, наверное, это правда, потому что в Лондоне можно любую минуту, любую секунду в любой точке города услышать разную речь. И этим, наверное, интересен Лондон. Также здесь очень много всяких выставок, музеев, разных ресторанов, разных кухонь мира. Также Лондон является финансовым центром мира. И как человек, который учился и хочет стать, и, как сказать, хочет себя проявить в этой вот индустрии, для меня это, конечно же, город возможностей. В любой момент, вне зависимости, профессионально или на персональном уровне, личностном, да, расти. Так что да, Лондон для меня город возможностей. 3 места для посещения обязательных для туриста. Во-первых, этот список начал бы с Вестминстер Пэлас, также знакомым туристам как Биг Бен. Это является, несомненно, визитной карточкой этого города. Мы как раз вот находимся позади Вестминстер Пэлас, и сейчас Биг Бен как раз была закончена реконструкция, так что обязательно советую. Если вам очень повезло, вы можете также услышать дебаты в House of Parliaments, да, то есть Борис Джонсон и его другие влиятельные люди Англии частенько встречаются, чтобы обсудить самые важные вопросы накануне дня. Также, во-вторых, наверное, я бы отнес Тауэр Бридж. Это является моим, несомненно, любимым местом в Лондоне. Очень красивое место на побережье, очень широкий мост и, конечно, тоже очень символичное место, откуда вы можете дальше продвинуться в сторону City of London. В-третьих, наверное, я посоветовал бы для людей в Лондоне посетить Грин Парк. Тоже место является очень символичным, и если вы как турист будете находиться здесь, вы очень быстро заметите, что в Лондоне здесь очень много парков. И Грин Парк, конечно, является одним из таких значимых мест, откуда вы можете взять катамаран в аренду и насладиться своим обеденным или вечерней прогулкой. Так что вот для меня вот эти вот 3 места являются обязательным для посещения для туристов. О чем я соскучился в последнее время, наверное. Очень часто скучаю по родному городу Алматы, по горам. Я очень люблю ходить в горы. И будучи здесь, в Англии, частенько пытаюсь на выходных, либо во время отпуска выбираться в горную местность. Это получается север Англии, Шотландию. И да, вот мне не хватает, конечно, вот этих вот горных хайков, походов, да, пикников, шашлыков. Вот это очень не хватает. И также не хватает дружной компании. Вот как мы частенько проводим в Казахстане, компании дружно там, под гитару, не знаю, шашлыки, разные басни, там, не знаю, шутки, прибаутки. Вот этого, конечно, очень сильно не хватает. Да, безусловно, иногда хочется вот домашней еды, особенно домашней, вот, которую мне мама, тетя готовят. Я, конечно, с детства самого привык дома кушать. Сам пытаюсь тоже готовить, что-то учиться, да. Но, конечно, не сравнимо с тем, что я кушаю дома. Ну, конечно, вот поэтому я частенько езжу в Казахстан, наверное, 1-2 раза в год пытаюсь вот выбраться, провести время с семьей. Семьи очень частенько я вот, да, скучаю по семье, по родным, близким, друзьям. Ну и, конечно же, вот домашняя еда, бешбармак, манты, торты наши, да, вот эти вот, конечно, супы очень не хватает. О чем я жалею? Наверное, нельзя так прям жалеть о чем-либо, но, конечно, зачастую думаешь, что бы я мог бы сделать по-другому, и, наверное, это, утраченное время или время, которое я проводил не очень продуктивно, будучи студентом здесь, в Англии,
я переехал сюда, в другую культуру, и, конечно, я должен был находить себя, как бы понять, чем я хочу заниматься, как вообще я могу приносить пользу здесь, в Англии, также потом в Казахстане, да. И очень много лет я провел в поисках себя, понять, какое мое призвание. И зачастую, да, я, конечно, думаю, что были бы более короткие пути, да, там, допустим, я сейчас занимаюсь менторством для детей, там, студентов из малообеспеченных социальных кругов, и очень люблю делиться своим опытом. Допустим, вот я был бы 16-летним, что бы я сделал по-другому? Там, возможно, уже в 16 лет в Англии сейчас нынче приветствуется, что ты должен получать опыт работы в корпоративном мире, очень много сейчас программ. И да, мой первый опыт стажировки был после 2-го года моего обучения в университете. Это также было в KPMG, уже в городе Бирмингем, здесь же в Англии. И я вот, конечно, хотел бы, что вот этот опыт работы, который очень мне дал, многого понял о себе не только в профессиональном, но в личностном плане. Я хотел бы, чтобы этот момент, да, вот этот опыт жизненный произошел со мной пораньше. И да, наверное, вот упущенное время как-то вот непродуктивно проведенное время, вот это вот, наверное, о чем я жалею. Счастье для меня это, наверное, два таких элемента. Это, наверное, больше в личностном плане, это то, что иметь свободу в обширном плане этого слова. Я как казах, мы как казахи, как бы сами люди свободны, да, кайсак. И для меня очень важно как бы иметь возможность свободы самовыражаться, саморазвиваться, иметь свободу слова, поехать в ту страну, в которую я хотел бы поехать. И, конечно же, на данном этапе я очень счастливый человек в том плане, что я работаю и развиваюсь в той сфере, в которой я хотел, мечтал с самого детства. Я могу посещать разные страны. И да, это вот первый, наверное, элемент этого счастья. А во-вторых, наверное, более важно, это близкие люди, родители, семья, друзья. И то, что я имею столько людей, вот, близких ко мне по духу, которые могут со мной переживать как и счастливые моменты, так и тяжелые моменты, утраты, да, жизненные. И я благодарен этим людям, что они вместе со мной разделяют какие-то победы и невзгоды. И да, вот я очень счастливый человек в этом плане. В детстве, наверное, у всех была мечта, ну, не знаю, космонавтом стать, не знаю, стать полицейским или что, еще кем-то, да, там, доктором. У меня почему-то была мечта вот стать президентом страны. Был моя тезка, вот, ну, наверное, в Киргизстане все знают, Аскар Акаев, который, как оказался, очень плохим человеком. Но, ну вот, да, в детстве я вот думал, если Аскар Акаев президент, почему я, Аскар, не могу стать президентом? Вот у меня была такая мечта, я к ней, наверное, шел, будучи там вообще подростком, мальчиком. Вот, думал, вот, должен обучиться, получить, стать бизнесменом. Ну, тогда еще не было понятия. Я не знал, кто такой бизнесмен. Я думал, вот, есть такая профессия бизнесмен. Я к этому шел. Но потом, конечно, как я сюда переехал в Англию, начал чуть больше понимать о мире, как он вообще работает. И, как бы, ну, я человек от политики далекий. И, конечно же, все вот эти амбиции, планы какие-то стать президентом ушли на второй план. Сейчас немножко другие приоритеты, жизненные мечты. Ну да, вот моя первая, наверное, мечта в детстве почему-то была стать президентом Казахстана, вот, поднять пенсии пенсионерам, да, вот, мне помнится, на скамейке бабушки, дедушки сидели, вот, говорили, вот, пенсия маленькая, там, медицина не такая, вот, я думал, что вот стану президентом, все поменяю. 3 совета, которые я дал бы тем людям молодым, да, которые хотят стать финансистами, это, наверное, во-первых, начать, как бы, углубляться в эту сферу. Надо читать много журналов, есть вот Financial Times, The Economist. Вообще надо очень много читать, понимать там теорию, также практики, что происходит во всем мире, как-то расширять свой кругозор. Это, наверное, вот номер 1 совет. Второй мой совет – это, наверное, потихоньку надо начинать осваивать эту вот профессию, да, то есть финансы – это понятие очень обширное, но
так скажем, самых таких подводящих предметов это, наверное, два. Это бухучет. Это вообще надо начать понимать, читать цифры, надо уметь читать финансовую отчетность. Очень важный навык. А также это, второй предмет это экономика, наверное, вообще понимать, что такое экономика, что такое supply, demand, да, и как понимать, как работает микроэкономика, макроэкономика, как работает мир. Да, вот эти вот два предмета, наверное, потихоньку надо начать осваивать в свое свободное время. Нынче есть всякие платформы, как Coursera. И я бы тем молодым людям, которые хотели бы понять, они вот хотят финансы, во-первых, надо, да, начать изучать эти предметы, понять, интересно ли это им, и дальше уже в дальнейшем переходить, ну, поступать в высшее учреждение, да, поступать на эту сферу. В-третьих, наверное, очень важно, если вы хотите стать финансистом, помимо вот всяких знаний и интереса самого, это, наверное, опыт работы. Сейчас уже 2022 год, не только там в Англии или там более развитых странах, в Казахстане очень популярны стажировки. Это может быть там стажировки даже продолжительностью месяц, но уже надо начинать как бы думать о том, чтобы получать опыт работы. Вы можете работать там, не знаю, в профессиональной сфере, как аудитор, да, как я в свое время работал. Можете работать в налогах или в банках, да, то есть, ну, просто начинать получать этот опыт работы и понимать вообще, интересно ли, вот, я вот работаю там с 9 до 7 вечера, да, вот так проходит обычный день финансиста. Интересно ли это мне? Если не интересно, то есть для молодых людей всегда есть время как бы поменять свое мнение, там, перейти в другую сферу, да, там, если им интересна другая сфера, как-то переквалифицироваться. Во-первых, хотел бы благодарить вас, Қуан, сізге өте үлкен рахмет. Осы сұхбатыңызға, осы маған уақытыңызды бөліп, сізге осындай тәжірибе алып дегендей, соған сізге үлкен мың алғыс. Және де үйдегі қарап отырған ата-анама, отбасыма, үлкен апама сәлем айтам, сіздерге сәлем. Және де жаңа жолдастарыма, осы Англияда қарап отырған, всем привет, ребята, я в телевизоре. Және де қазақ-түрік лицейіндегі бауырларыма, әлі де қазір 5 жылдан осыған 10 жыл болып қалды бітіргелі, әлі де сол әрбір ретте Алматыға келгенде бас қосып сөйлесіп тұрамыз балаларымызға. Және де ұстаздарыма өте үлкен рахмет, қазақ-түрік лицейсіндегі. Олар өте үлкен бір өздерін мамандығын жақсы көретін адамдар. Біздерге қаншама өздерін инвестиция десе де болады ғой, бізге уақытын бөліп, ақшасын, өздерін білімдерін барлығын берді бізге. Соған сіздерге рахмет үлкен. Абишка сізге де рахмет. Қуантай, Қанат ағай, сіздерге рахмет. Сол, және де Қазақстандағы қарап отырған адамдарға бәріне сәлем.